Здравствуйте, это студенческие новости СГУ, с вами Любовь Филиппова. Конкурс студенческих советов, который начался в октябре, нашел своего победителя. Лучшим стал Институт гуманитарных наук. В первом этапе выявляли средний балл успеваемости студсоветов, конкурс зачеток. Потом защищали свою команду сами председатели. Они писали эссе на тему «Я и моя команда». Ну а организация флешмоба стала завершающим этапом соревнования. Несомненно, в этом году студсовет наш показал, что мы прям на высоте. Мы прям такая команда, которая выполняет все свои обязанности четко и вовремя. Ну, за это огромное спасибо тем, кто принимал участие и помогал нам на протяжении всего этих 1,5 года. А университет уже готовится встретить Новый год. Подтверждение тому – ярмарка подарков, сделанных руками студентов. Выбирала новогодние презенты Ирина Левковец. Чем удивить своих близких в новогодние праздники? Студенты Института культуры и искусств и гуманитарных наук знают, чем. Выставка самодельных подарков проходит сегодня в главном корпусе Сыктывкарского университета. Умелые руки студентов создали целый перечень подарков к Новому году на любой вкус. Здесь поделки из бересты, изделия из соломы, украшения из натуральных камней и многое другое. Выставку мы проводим с целью пропаганды народного искусства, и чтобы показать вообще, чем занимаемся мы, студенты Института культуры и искусств. Кафедра ДПИ, мы в основном специализируемся как раз на народных куклах, народных игрушках, росписью по дереву, резьба по дереву. То есть это наша специальность, это наша профессия, мы хотим показать, что мы этим занимаемся и занимаемся вполне успешно. Изначально провести выставку планировали только студенты Института культуры и искусств, но оказалось, что творческие люди есть не только там. Я вчера зашла в группу часов в 11 вечера. Увидела пост, решила, почему бы не поучаствовать. И написала организатору. Мне сказали, что да, есть еще одно место и что можно поучаствовать. Изделия стоили недорого, и каждый студент мог позволить себе понравившийся сувенир. Вырученные деньги пойдут на закупку материалов для студентов. В основном это дерево, доски для росписи, потом материалы для занятия народной игрушкой, народной куклой, потому что мы в основном занимаемся изготовлением игрушек и изделий своего материала, а так будет еще какой-то общий запас. Ярмарка направлена на студентов, но купить оригинальные подарки захотелось не только им. Ну, если честно, то все, я бы все купила. Безумно интересные игрушки, которые выполнены по старой технологии, значит, из ваты, да, то есть это действительно очень здорово. Вот даже мыло, там, коза, да, то есть вообще просто здорово, супер, молодцы. На выставке были и такие поделки, которые никого не оставили равнодушным. Пахнет деревенским сеном. Жаль, что телевидение еще не научилось передавать запахи. Всю неделю наши студенты дебатировали и выдебатировали. Как оказалось, лучше всех владеет искусством убеждения Институт гуманитарных наук в лице команды «Плюс 517». Звучать вопросы от двух команд по одному вопросу. От одной команды «за», «против», от «против», «за». На обдумывание вопроса есть 1 минута. В финале встретились 3 команды – феи клуба «Винкс», «Плюс 517» и «Занесенные снегом». Участники дебатов обсудили темы, которые предложило им жюри. Несмотря на то, что мнение поколения завершилось, участники уже готовы проявить себя в следующем сезоне. Если провести соответствующую агитацию, то, думаю, будет не столько команд, как сейчас, а будет еще больше. Студенты направлений международные отношения и лингвистика попробовали себя в роли дипломатов. Речь идет о ролевой игре «Модель ООН», в которой на иностранных языках обсуждаются актуальные события во всем мире. Вот уже несколько лет подряд в университете проводится «Модель ООН» – ролевая игра, в свое время организованная кафедрой лингвистики и межкультурных коммуникаций. Цель этой игры простая и в то же время невероятно сложная. Участники обсуждают наболевшие проблемы в мире, представляют свои аргументы, вступают в дебаты на политические темы. В нашей аудитории мы пытаемся решить проблему мирового значения. Конечно, сейчас мы не можем ничего поделать, и мы только практикуем наши навыки. С одной стороны, кажется, что это так легко защищать интересы Российской Федерации, потому что мы родились тут, и мы живем, но с другой стороны, оглядываясь на мировую реальность, страны
много стран против России сейчас. Для студентов модель ООН – это еще и возможность попрактиковаться в иностранном языке. Сегодня говорили не только на английском. Например, представитель Украины выступил на родном языке. Маємо наміру сказати відразу. Україна не хоче війни і помсти. Ми хочемо миру і доб'ємося єдності. На этой модели ООН в центре внимания оказалась проблема кризиса на востоке Украины. Студенты, представляющие позиции Украины, России, США и Новороссии, искали дипломатический выход из сложившейся ситуации. Для будущих дипломатов модель ООН – вещь незаменимая. Ведь уже в студенческие годы они могут испытать всю сложность международных отношений, отвечая в конкретной ситуации за целое государство. Я начинала участвовать в нашей модели с первого курса, и я замечаю, что с каждым годом мне становится легче держаться на публике, выступать с речью и отстаивать интересы, независимо от того, совпадают они лично с моими или нет. Прошлая модель была посвящена конфликту в Сирии, это Украине. Что станет темой для студентов на следующий, покажут ошибки их старших коллег. В спортивном студенческом совете залежался Кубок Деда Мороза. Активисты решили разыграть его, организовав веселые старты для всех институтов нашего вуза. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Некоторые испытывали трудность с самого начала. Сложным заданием стало придумать название и девиз. Однако все справились и приступили к борьбе в конкурсах, предлагаемых организаторами. Ну, вообще игры придумали мы все вместе, собрались с советом и подумали, и придумали все вот эти эстафеты. А идея пришла вообще девочки с ИГНа, они проводили что-то подобное тоже на Кубок Деда Мороза, и мы подумали, почему бы нет. Все-таки праздник известный всем. Дед Мороз в этом году у него финансирование урезали Дед Морозу, поэтому Дед Мороз был только с медалями, грамотами и кубком. Лучшим в веселых стартах стал Институт менеджмента и предпринимательства. Серебро досталось представителям Института истории и права, а третье место заняли студенты Института культуры и искусств. Ну а мы продолжаем новости спорта. Наш гроссмейстер посетил шахматный турнир. Поиграть, конечно, не удалось, зато вышел дельный сюжет. Наймите лодку и ждите меня на берегу пониже амбара. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Не надо! Надо. Турнира по шахматам в нашем университете не было уже давненько, но сегодня в 4-м корпусе прошел долгожданный для любителей шахматный чемпионат. Из заявленных 19 участников на игру пришло 12 человек. Раньше в университете был шахматный клуб. С его закрытием прекратились и соревнования. Но сегодня, благодаря инициативе студентов, идея шахматного чемпионата возобновляется. Когда услышал, мне было интересно. Никогда не слышал, чтобы шахматы играли на уровне университета, особенно в нашем городе. Других, да, в нашем нет. Вот. Решил попробовать свои силы. Шахматный турнир – явление неодноразовое. Организаторы планируют выводить соревнования на новый уровень – борьбу среди учебных заведений. Что я от этого турнира ожидаю? В первую очередь, это собрать команду шахматистов, которые будут защищать имя нашего университета на дальнейших этапах. Организатор Алексей Белоусов участвовать в соревнованиях не мог, но в стороне от игры не остался. Составить конкуренцию студенту вызвалась сама директор Института истории и права Любовь Анатольевна Максимова. Вы побежали за подсказкой, это нечестно, партия проиграна. Конкурсная система оказалась довольно простой. Каждый проигравший выбывает, в новой партии встречаются победители. Да, успехи, в общем, неплохие. В первом туре я выиграл. Но, честно говоря, я не возлагаю больших надежд на второй тур, потому что игрок я любительского плана. К идее соперничества оказались расположены не все ребята, но именно это обеспечило присутствие зрителей на шахматном турнире. У меня нет желания. Почему-то просто я не люблю соревнования. Я пришел поддержать, вот основная моя цель. Это же, говоря умными словами, интеграция между факультетами, институтами. И очень полезно и важно. Победа и небольшой конкурсный приз достались Андрею Васильеву, студенту ИГНИТа. Мне было любопытно, как играют у нас в универе.
Просто давно занимаешься вообще шахматами или не занимаешься? Ну, меня в детстве как-то дед научил, ну и, в общем-то, это все. Потом как-то дальше сильно не пошло. Теперь Андрей представит Сыктывкарский университет на дальнейших соревнованиях. Следующий этап планируется провести уже весной. Ну а на этом у нас все. С вами была Любовь Филиппова. Впереди зачетная неделя. Обещайте, что сразу после выпуска пойдете готовиться к зачетам. Мы не хотим терять тебя, зритель.